Удручающее состояние хакасской медицины полностью на совести республиканских властей. К такому заключению пришел руководитель Думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Речь идет о малой доступности помощи в селах, зарплатах и кадровом голоде. В Абакане состоялась стратегическая сессия с участием врачей, где были озвучены проблемы, а главное – пути их решения. Подробности у Константина Кравцова. В небольшом зале элита медицинского сообщества Хакасии, главные врачи, заместители, представители районных больниц, даже 2 депутата Госдумы, один из которых возглавляет Комитет по охране здоровья, и ни одного представителя правительства республики. Разговор действительно о наболевшем. Услышат ли в высоких кабинетах? Больница работает на износ. Все 500 человек штата каждый день работают и стараются оказывать качественную, доступную помощь. Но, несмотря на это, на сегодняшний день наши больницы находятся в отрицательном финансовом результате. Главврач районной больницы говорит о патовой ситуации с тарифами фонда ОМС. Речь идет о несправедливом распределении квот. Не менее острая тема – доступность. В Хакасии сразу 40 поселений лишены медпомощи. Не лучшая картина обстоит и в городах. Человек день не может попасть 2, не может попасть 3. В конечном итоге он уходит в разряд уже даже не неотложный, а уходит в разряд скорой помощи. За 4 года в Хакасии детская смертность выросла сразу на 30%, в то время как по Сибири идет уверенное снижение. По мнению врачей, организационные недоработки идут по всем фронтам, начиная от хозяйственной части, заканчивая кадровым потенциалом. По обобщенному рейтингу региона за 2021 год находится на 75-м месте. Между тем, этот рейтинг построен на анализе соотношения критериев эффективности и целевых показателей организации системы здравоохранения. Хакасия – один из немногих регионов, куда лично приехал глава Думского комитета по охране здоровья, проведя 2 дня в республике и встретившись с коллегами, Бадма Башанкаев убедился в высоком профессионализме врачей, а что касается общей организации, потенциал есть, нужен лишь грамотный подход. Насколько реализованы некоторые проекты федеральные, на которые государство, большая, как вы говорите, Москва, выдает вот тебе миллиард, на, пользуйся, на, сделай только хорошее для людей. Почему некоторые проекты реализованы 30%? А некоторые на 50, а некоторые на 80. Это как так? Это что? Это Москва виновата? Да, наверное, она деньги не дала. Москва дала деньги. Вот вам транш, работайте. По итогам встречи сами же медики предложили выход из кризиса. По мнению депутата Госдумы Сергея Сокола, все вполне решаемо. Один из главных пунктов – зарплаты. Система начисления должна быть максимально прозрачной. Эти вот стимулирующие надбавки, и вот играя с ними, ее надо прекращать, а нужно увеличивать окладную часть. Это позволит в том числе и уйти от необходимости гнаться за валом и заниматься непосредственно проблемами пациентов до полного выздоровления. Среди прочих задач – строительство и ремонт учреждений. Хакасии нужен детский хирургический корпус, онкодиспансер, новые фельдшерские пункты. Есть план, есть действительно там дорожная карта, как говорят, есть понимание, какие первоочередные шаги нужно предпринимать для того, чтобы нам ситуацию в здравоохранении поправить в республике. Диагноз медицины Хакасии пусть малооптимистичен, но это еще не хроническая болезнь. Все предложения медиков Сергей Сокол включит в план развития. Что-то начнет решаться уже сейчас. На следующей неделе пройдут онлайн-консультации для населения с ведущими врачами Москвы. Системные решения будут реализованы в обозримой перспективе с учетом сложностей. Константин Кравцов, Арсений Симонов, Вести, Хакасия.